Э, Меня зовут Николай Беляк. Я художественный руководитель Санкт-Петербургского интерьерного театра. Э, Я не являюсь профессиональным политиком, но я гражданин, я петербуржец. И постоянно моя жизнь, она связана с постоянным переживанием того, что происходит в обществе. И это было и в юности, и во время перестройки. И сейчас я слежу за всем, что происходит в стране и в мире. О том, что происходило и происходит в Ингушетии, впервые я узнал вообще из фильма Хавы Хазбиевой. И это был фильм о том, что происходило в Ингушетии в 1992 году. Я был совершенно потрясен, потому что вот, живя в Петербурге, в России, ни я, ни мои товарищи, люди, непосредственно не занимающиеся политикой и прочее, ничего не знали о том, что происходит в этой удивительной, прекрасной, горной стране. Ничего не знали. Да, мы знали о том, что народ Ингушетии был депортирован, но это были такие, для людей, специально не занимающихся этим, косвенная информация. Но когда я посмотрел фильм, главным рассказчиком в котором был Ахмед Барахоев, я был совершенно потрясен тем, что переживает этот совершенно удивительный народ. Я был потрясен образом самого Ахмеда Барахоева. Я запомнил этого человека, я понял, что у этого народа есть вот такой сын, а сегодня один из отцов этого народа. И это удивительный человек. И сейчас, когда я узнал о том, что Ингушетия объединилась вот в едином протесте, в борьбе за чувство собственного достоинства, в борьбе за мнение народа против безумного клана чиновников, людей, которые мыслят себя исключительно как полицейскую власть, которые понимают только одно, что им должны подчиняться, которые не знают ничего того, что есть в человеке, и что есть человек, и что есть народ, состоящий из людей. И когда я узнал о том, что посадили Ахмеда Барахоева, я был совершенно потрясен. Меня поразило то, что сейчас происходит в Ингушетии, еще и тем, что это мусульманское население, оно как бы сейчас на фоне того, как много беды происходит в мусульманском мире и в связи с тем конфликтом, который сейчас в мире развивается, как в этих людях, в этом народе вот эта мусульманская вера выступает с той стороны, где это действительно религия мира, религия добра, религия порядка. Меня это все поразило сейчас. И я, конечно, вместе со всеми друзьями понимаю, что это и урок, и страна следит за тем, что происходит в Ингушетии. Это очень важно для остальной России, на чьей стороне будет победа, я верю. Но если у этого народа есть такие представители, как великий ингушский поэт Алия Шагуйков и Ахмед Барахоев, то, конечно, и безусловно, и историческая победа, и думаю, что ближайшая победа будет на стороне этого народа. Я в этом убежден. Потому что я знаю этих двоих людей. И даже эти два человека, они уже сильнее той легиона тех тупых, чванливых людей, которые мыслят только как полицейские. Вот единственное, что я могу сказать. Я верю в то, что победа будет на стороне вот этих людей.